Салям алейкум. Меня зовут Диляверт Чабанов, и я очень люблю путешествовать. Бонжур, мадам и месье. Акуна матата. Путешествие для меня — это всегда что-то новое и неизведанное. Это то, что заставляет тебя чувствовать себя живым и свободным. Каждое путешествие — это новая увлекательная история, которой я хочу поделиться с вами. И сегодня мы отправляемся куда? Алло, анам? Сиджак Селямлар. Что мы знаем об Африке? Еще с детства мы знаем, что в Африке много диких обезьян, а также много других экзотических животных, редких растений и опасных насекомых. А также в мире бытует мнение, что всю Африку объединяет одна общая черта – бедность. Так это или нет, мы отправимся в одну из самых жарких африканских стран – загадочную Танзанию. Танзания расположена в экваториальной части Африки на востоке континента. Страна разделена на две части – континентальную и островную. Острова Пемба и Занзибар, куда я как раз и направился. Занзибар – это остров, располагающийся в Индийском океане, всего в 50 километрах от континента. Остров совсем небольшой, но густонаселенный. Вся жизнь острова прочно связана с одним видом деятельности – туризм. Как бы ни были обижены жители Африки на Европу и Америку за годы колонизации, выхода у местного населения нет. Нужно быть гостеприимным и делать Танзанию популярной у отдыхающих. В стране, где средний заработок составляет $100 в месяц, это жизненно необходимо. На Занзибаре множество пляжей, но все они разные. Где-то особенно чувствуются приливы и отливы, где-то разница в уровне воды практически отсутствует. Но каждый отдыхающий всегда найдет себе подходящий пляж, потому что природа обогатила Занзибар разнообразием. Мой отель находился на северо-востоке острова, в деревушке Матемве, где в дневное время происходит сильный отлив. Но это вовсе не проблема, так как отлив обнажает богатое на морских звезд и красивых морских раковин дно. Морские звезды можно буквально собирать, гуляя по тем местам, где часом ранее было глубокое море. В чистейших водах Индийского океана полно красивейших разноцветных звезд, которых просто так вот занырнул и достал. Алло, анам? Сиджак Селямлар. Вода на острове, на котором мы живем, на острове Занзибар, собственно, сама по себе очень чистая. Но для людей, которые бывали на Мальдивах и любят вообще бирюзовую воду, стоит потратить еще немножко денег и съездить на соседний остров, который называется Ньембе. И, собственно, мы так и сделали, поэтому будем наслаждаться бирюзовой водой. Чистой, очень прозрачной. Для разнообразия я ездил на пляж в поселке Нунгви. Этот пляж считается лучшим на острове. На этом пляже расположен модный отель Кендва Рокс, куда может приехать любой отдыхающий из любого отеля и за депозитную карточку стоимостью $10 отдыхать на их пляже. Сумму на карте можно тратить на свое усмотрение, на еду и напитки, на ароматный кальян или любые пляжные услуги. В мире сложилось мнение, что карри исключительно индийское блюдо. Но это не так. На самом деле в Африке есть также свой карри, который они готовят, и это считается локальной пищей. Сейчас мы попробуем вегетарианский карри по занзибарскому рецепту. Приятного аппетита! Как я уже говорил, природа щедро одарила остров. Тропические пальмовые леса, плантации бананов, необъятные баобабы, манго. Все это произрастает на Занзибаре. Белый остров необыкновенно зеленым. Собственно, на каждом шагу растут кокосы. Если местное население боится, что они могут упасть, то их вот именно вот так подвешивают. На улице росли кокосы. Крупных африканских животных на острове нет. Они в изобилии представлены в континентальной части Танзании.
Зато на Занзибаре много черепах, как морских, так и сухопутных. На севере острова, в Нунгве, расположен большой естественный пруд с морскими черепахами, где с ними можно поплавать в естественной для них среде. Мое путешествие в это место было одним из самых ярких моментов поездки на Занзибар. Там мне довелось не только поплавать с гигантскими черепахами, но и покормить их. А вот и контактный аквариум с черепахами, которые можно покормить и потрогать. Надолго запомнится также поездка в старинный город Стоунтаун. А сейчас мы находимся на крыше одного из лучших отелей Стоунтауна, который называется Суахили Хотел. Суахили — это язык, на котором разговаривает местное население. И из крыши этого отеля открывается замечательный вид на весь город. Это приморский городок, построенный в 18 веке и объединивший три типа архитектуры – арабскую, индийскую и португальскую. Сейчас мы находимся у дома, в котором в 1946 году родился Фарух Гусара. Мы его знаем как легендарного певца Фредди Меркьюри, который всегда, приезжая в Занзибар, останавливался именно в этом доме. Маленькие узкие улочки, стихийные базары, художественные лавки и море магазинчиков с местными специями. Все это старый и уютный Стоунтаун. Население Занзибара преимущественно мусульмане. В городе Стоунтаун насчитывается 45 мечетей и 2 церкви. Ближе к концу поездки я все же решил поехать на экскурсию к пляжу Дельфина. Он расположен в деревушке Кидимкази на юге острова. Каждое утро группы туристов отправляются на моторных лодках в открытый океан в поиске дельфинов. А сейчас мы направляемся в Дельфин-тур. Это еще одна часть острова, которую мы еще не смотрели, и посмотрев ее, можно сказать, что мы посмотрели весь Занзибар. Ну и надеемся, в этих местах мы обязательно встретим дельфинов. Мой путь до места обитания дельфинов занял около часа по открытому океану. Но это того стоило. Большие стаи дельфинов, грациозно плывущих по ярко-синей воде, и возможность поплавать с ними в открытом океане – это настоящее счастье для туриста. Мне даже удалось погладить самого маленького из них. Отдельно стоит рассказать о местном населении, 95% которого составляют мусульмане. На острове множество небольших деревень, и в каждой есть школа и мечеть, пусть даже маленькая, но она все же есть. Люди здесь живут очень бедно. Порой дома не имеют крыши, стекол в окнах. Из-за бедности местные жители практически не имеют возможности употреблять в пищу мясо. Коров и коз держат в основном для молока. В традиционной танзанийской семье у каждого мужчины в возрасте 30 лет в среднем уже по 7 детей, что шокирует иностранцев. Все дети с самых юных лет уже знают цену деньгам и стараются зарабатывать как могут. 3 американских доллара за то, что маленький мальчик Али безопасно проведет вас через множество морских ежей по морскому дну после отлива. Это уже огромное счастье для этих маленьких детишек. В Танзании также есть свой полукочевой народ – массаи, которые в основном проживают в континентальной Танзании и Кении. Они до сих пор в основном проживают в племенах, и основной род деятельности – разведение коров и овец. Те, кто смог выбраться в город, стараются выучить английский язык и отправиться в туристические районы Танзании в поиске работы в гостиницах и на пляжах. Джамбо Тослар. Это мой друг, он из племени Массаи. Веселый паренек, который работает здесь полицейским и охраняет пляж. Занзибарцы очень крутые и веселые люди, которые очень любят веселиться. И, собственно, каждый вечер здесь какая-то самба, я не знаю, румба, все, что хотите. Ну, в общем-то, поют они на любых языках мира и, собственно, на своем. Будучи такой небольшой страной, Танзания разнообразна и колоритна. И вовсе не настолько опасна, как думают многие в мире. Акуна Матата.